В истории кавказоведения есть немало ярких и выдающихся личностей, с именами которых знаком каждый исследователь. Однако есть и те, кто в меру своих сил и возможностей внесли определенный вклад в этнографическое изучение нашего народа. Но долгое время их имена оставались неизвестны. Один из таких – Фома Иванович Гарипюкин. Известный кавказовед Берснаков Газиков впервые имя исследователя услышал в 70-е годы. Позже он будет искать его материалы во многих архивах России. В 1995 году я был в архиве в Санкт-Петербурге, в архиве Академии наук Российской Федерации. И там, обнаружились его труды, часть, вернее, трудов. И в частности, труд ингушей. И мы были очень рады этому. Удалось также узнать о том, что наряду с этим трудом ингушей у него было 37 работ. Фома Иванович Гарипюкин родился 7 июня 1874 года в станице Ессентукской в семье станичного учителя. В 1891 году Фома Иванович закончил 4-классное городское Николаевское училище во Владикавказе. Затем поступил в Тифлисский учительский институт. Вступительные экзамены выдержал успешно, однако учиться ему так и не пришлось. В казенной стипендии ему отказали. Стремление получить хорошее образование, вместе с тем большая любовь к природе Кавказа определили во многом поиски его будущей специальности. В 1894 году во Владикавказе открылось лесное училище. Он в числе первых был зачислен в него и через 2,5 года окончил. Тогда ему было 22 года. Будучи молодым специалистом, Фома Иванович активно включился в общественную жизнь и с открытием в 1996 году во Владикавказе воскресной школы грамотности начал обучать в ней детей и взрослых. Несколько позднее при его личном участии была образована общественная библиотека во Владикавказе. Фома Гарипюкин работал на различных должностях лесной службы в Терской области, начав с должности помощника лесничего, дослужившись до ревизора лесов Горской республики. Его служебное положение позволяло ему проводить разнообразные научные исследования в области сельского хозяйства, ботаники, зоологии, этнографии, археологии. Он вел большую краеведческую и исследовательскую работу. Изучив литературу по Кавказу, он начал свою краеведческую и научную деятельность. Изучению ингушского народа посвящены многие рукописные труды Фомы Ивановича, оставшиеся в рукописном варианте, поиск которых ведется и сегодня. Все работы его связаны с историей ингушей. Это человек, Фома Иванович Гарипюкин, он родился 7 июля 1874 года в станице Ессентукской. Но вся его жизнь прошла в Владикавказе. Здесь он закончил училище, здесь затем он работал лесником. И по долгу своей службы он посещал такие глухие уголки Ингушетии и увлекся очень историей ингушского народа и ингушским языком. Кроме того, что Фома Гарипюкин занимался историей ингушей, немало у него и трудов, посвященных нашему языкознанию. Ему приписывают и авторство первой ингушской азбуки, вначале на основе кириллицы, а позже в 1929-30-е годы на основе латиницы. Дело в том, что он, общаясь с стариками, ингушами, он настолько полюбил этот народ, и он понял, тогда не было у нас своей письменности, что все это надо записать. И он составил азбуку, собственную свою азбуку, и где-то в 1909 году. И, пользуясь своей азбукой, своеобразной азбукой, зная язык, он сумел записать большое количество легенд, сказаний, преданий, изучить язык. И на протяжении всей своей жизни он говорил о том, что история ингушей – это особенная история, что ключ к познанию народа белой расы лежит на Кавказе, и его хранит ингушский народ. Это его золотые слова, и затем уже на протяжении многих лет, занимаясь историей, мы убеждаемся в том, что он был во многом прав. И все его идеи, они еще и сегодня продолжают работать. Многие труды Фомы Ивановича не были опубликованы при жизни ученого. Но, к сожалению, ни на русском, ни на кириллице, ни на латинице его алфавит не был принят, к сожалению. Большое сожаление вызывает то, что не были опубликованы его работы. А судя по списку этих 37 работ, которые нам известны из архива, они очень многообещающие для истории ингушского народа.
Он сумел отметить многие связи, скажем, ингушского языка с английским языком, с топонимами во всем мире. В ту пору это было удивительно. Такой маленький небольшой народ по численности где-то 55, там 70 примерно тысяч. И оставить такой след в истории, мировой истории. Он говорил, что я верю, что его, значит, исследования, они будут продолжены, и люди смогут изучить это все. Многие современные историки, краеведы продолжают работу, начатую Фомой Карапетяном. Вызывает большой интерес и сама личность ученого. До сих пор не найдена ни одна его фотография. Вот. Я из того, что было известно нам, взял все эти сведения и опубликовал в книге сборник сведений об ингушах. Мы поместили почти полные, известные нам, я имею в виду, сведения. Но помимо этого обнаружились также часть его записей. Это они хранятся в Национальной библиотеке Ингушетии. Вот, их передал Базулкин Алавудин в свое время. Это, значит, сказки, легенды и предания. Мы их готовим к изданию. И, кроме того, мы, хотелось бы, конечно, учитывая, что есть отметки, что труды Гарипекина, Фомы Ивановича могут находиться в Лондонской королевской библиотеке. Есть такая запись, отметка в архивных документах, но до сих пор мы не смогли это сделать и надеемся, что нам удастся это сделать. Вот последние документы, которые нам и обнаружили, это письмо в 1930 году, письмо Гарипекина Фомы Ивановича к Горькому, где он подписывается именем Хаж-Алы. То есть настолько он любил ингушский народ, что принял имя Хаж-Алы. Фома Иванович Гарипекин оставил яркий след истории науки, этнологии и исследований исторического прошлого нашего народа. О нем написано несколько монографий, и работа по поиску его трудов продолжается. Сам он писал, что трудился всю свою жизнь на благо ингушского народа и сойдет в землю с сознанием выполненного долга.